Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, как 87-летний пенсионер попал под поезд в Зеленодольском районе. Расскажем, при каких обстоятельствах едва не лишилась уха женщина в квартире одного из домов на улице Абжалилова. А что случилось у вас? И какую роль в этом сыграл ее сожитель. Я вообще лежал просто. А также тяжкие травмы получил мотоциклист из-за неосторожного маневра автомобилиста. Можно без комментариев, пожалуйста. И пожар на складе сетевого магазина. Там прям внутри, горит, я не знаю. Но просто там еще дальше, урна загорелась. Все это прямо сейчас. 87-летний мужчина погиб сегодня утром под колесами поезда рядом с остановочной платформой 788 километр в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, он нарушил правила нахождения на путях. Машинист пассажирского состава, увидев человека, предпринял попытку остановиться и избежать наезда, однако быстро остановить многотонный состав он не смог и сбил пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту трагедии проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Мужчина на почве ревности едва не лишил уха свою сожительницу. Сообщение о ножевом ранении в квартире одного из домов на улице Абжалилова поступило поздно вечером. На место тут же прибыли полиция и скорая помощь. И пока медики осматривали пострадавшую, стражи порядка задержали вероятного нападавшего. Он был на месте и не пытался скрыться. Я вообще лежал просто. Задержанный уверял, что не собирается оказывать никакого сопротивления. Скрываться не планировал и не понимал, за что на него надели наручники. Я же не сопротивляюсь. Просто ослаб наручники и все. Я же не сопротивляюсь. На любые вопросы вас отвечу. На любые вообще. Его задержали в квартире, где и произошел конфликт. И мужчина, и пострадавшая женщина были сильно пьяны. Дальше вставай. Что, тебя поднимать что ли будешь? Так ты меня положил. Давай, вставай. Я не умею вставать. Давай. Ну, сиди тогда. Задержанного доставили в отдел полиции. Нож, орудие нападения изъяли. А пострадавшей женщине на месте оказали помощь и госпитализировали в больницу. А что случилось у вас? Ничего, все в порядке. Все. Помимо ножевого ранения в область головы, врачи обнаружили у женщины множество гематом, в том числе свежих. Стражи порядка предположили, что сожитель часто ее избивал. Соседи подтвердили, они часто выпивали, и в нетрезвом состоянии случалось всякое. Не знаю, до ножа, по-моему, не было такого, но было. Этим вечером также были нетрезвы. Выпивали вдвоем, потом послышались крики. Такого, ревность, наверное. Больше ничего. Я откуда-то, они молодые. Терпеть такое к себе отношение женщине надоело. Едва не лишившись уха, она решила поставить на этом точку и привлечь сожителя к ответственности. Установлено, что во время распития спиртных напитков между женщиной и мужчиной возник конфликт. Со слов женщины, сожитель нанес удар и порезал ей ухо. Также на теле пострадавшей имеются гематомы. По факту нанесения телесных повреждений женщина написала заявление. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас по данному факту стражи порядка проводят проверку. И по ее результатам станет ясно, как будут квалифицированы действия мужчины и будет принято процессуальное решение. Сирина Васильева, Альбина Минаева, «Вызов 112». В это же самое время в Садовом товариществе «Сирень» в авиастроительном районе Казани, также на почве ревности, другой мужчина ударил свою сожительницу ножом в живот. Как установили полицейские, пара пришла в гости к другу обвиняемого, выпивали. В какой-то момент мужчина не нашел в себе сил продолжать застолье и отправился спать. Его друг и сожительница остались вдвоем. Проснувшись, он сильно приревновал подругу к товарищу и схватился за нож. В отдел полиции авиастроительной поступило сообщение о том, что в одном из СНТ в авиастроительном районе города женщине требуется медицинская помощь. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что во время распития спиртных напитков между женщиной и мужчиной возник конфликт. Сожитель нанес удар ножом женщине в район живота. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
32-летний мотоциклист серьезно пострадал в результате столкновения с автомобилем «Черри» на улице Чистопольская. Транспортные средства двигались навстречу друг другу. На перекрестке с улицей Мусина оба поехали на разрешающий сигнал светофора. Однако 42-летний водитель автомобиля стал поворачивать налево и не пропустил встречный мотоцикл, который двигался прямо. Избежать столкновения байкер не смог. Прибывшие на место врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации пострадавшего. Мужчина получил тяжелые травмы. С какой скоростью двигался мотоцикл и почему водитель «Черри» не увидел встречное транспортное средство, автолюбитель рассказывать не захотел. Вероятнее всего, вина за это происшествие целиком и полностью ляжет на его плечи. Можно без комментариев, пожалуйста. Пожар вспыхнул ночью на складе одного из сетевых магазинов на улице Боруди в Казани. Первыми дым почувствовали жители дома, в котором располагается супермаркет. Выйдя на улицу, они увидели огонь и вызвали огнеборцев. Сомнений, из-за чего произошло возгорание, у очевидцев не было. Они уверены, магазин подожгли. Пожар случился с внешней стороны, доступной для всех. Мы стояли на балконе, запах, появляется. Он загорелся в 1:22 минуты. Молодые люди рассказывают, перед возгоранием не было ничего подозрительного. Ни треска, характерного для короткого замыкания, ни мигания света. Просто снизу стал подниматься дым. Спустившись, они увидели, что вход в складскую зону магазина объят пламенем. И тут же позвонили в пожарную охрану. Считают, что причиной пожара мог стать поджог. Там прям внутри, горит, я не знаю. Но просто там еще дальше, урна загорелась. Мы вышли, есть уже молодые парни, стояли. Мы что-то стояли, сначала смотрели, парни вызывали, И парень там обратил внимание, там дальше, урна, горела какая-то. Прям дальше где магазин стоит. Прибывшие на место пожарные с огнем справились за считанные секунды. Внутрь огонь не пробрался, горела исключительно разгрузочная зона со стороны улицы. По предварительной версии, причиной возгорания стал кондиционер. Лиана Бахтиева, Альвина Минаева, вызов 112. За 4 часа до этого рядом на улице Повстанческая загорелся мусорный контейнер. Очевидцы видели, что поджег его нетрезвый мужчина. Местные жители сильно испугались из-за возможных последствий, ведь рядом проходит газовая труба. Впрочем, самого поджигателя это не пугало. По рассказам свидетелей произошедшего, он какое-то время танцевал у огня, а к приезду пожарных и полиции скрылся. Ну а в начале 3-го ночи вспыхнул контейнер с мусором на улице Батаршина. Пламя потушили быстро. Во время пожаров никто не пострадал. Всего за минувшую неделю с 27 мая по 2 июня в Татарстане пожарные 119 раз выезжали на тушение огня. На пожарах погиб 1 человек, которые получили различные ожоги и травмы. 1 человека удалось спасти. Больше половины возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Еще 30 случаев из-за нарушения правил безопасности при обращении с электроприборами. А 11 пожаров вспыхнули при эксплуатации печей. В связи с жаркой погодой напомним правила безопасности при отдыхе на воде. Детям не купаться без взрослых. Родителям ни на секунду не выпускать из виду детей. Ни в воде, ни на берегу. Не купаться в запрещенных местах. Не заплывать за буйки или далеко от берега. В том числе и на надувных предметах. Не играть в воде в травмоопасные игры. Не звать на помощь ради прикола. Не нырять разгоряченным в холодную воду. Это может привести к судорогам, спазмам и даже гибели. Нырять нужно в тех местах, где известна глубина и рельеф дна. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.